Студия Романа Пестерева представляет. Здравствуйте! Вы смотрите телеверсию первого онлайн-журнала Якутии «Умный город». С вами Елена Амосова. С 30 по 31 октября в Якутске успешно прошел второй съезд инженеров Якутии, который стал отличной дискуссионной площадкой для инженерного сообщества, так и для представителей науки, бизнеса и органов власти. По инициативе президента Якутии Егора Борисова в марте 2012 года Государственным комитетом республики по инновационной политике и науке совместно с Торгово-промышленной палатой Якутии был проведен первый республиканский съезд инженеров. Он объединил в своей работе более 400 участников, лучших представителей инженерного сообщества, делегированных от производственных предприятий, научно-исследовательских и образовательных учреждений со всей республики, а также гостей изданий Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Омска, Иркутска, руководителей органов государственной и муниципальной власти республики. Успешно прошедший первый съезд инженеров Якутии стал отличной дискуссионной площадкой для инженерного сообщества, представителей науки и бизнеса, органов власти. Съезд позволил выработать эффективные решения стратегических задач становления в Республике Саха-Якутия экономики нового инновационного типа, основанной на применении лучших достижений научной, инженерной и технической мысли, применении передовых технологий и техники. В этом году мы проводим второй съезд инженеров. Проводится он во исполнение поручения главы нашей республики Егора Афанасьевича Борисова и во исполнение резолюции первого съезда. Проводим регулярно мероприятия, посвященные консолидации инженерного сообщества. По итогам первого съезда у нас была принята достаточно хорошая, интересная резолюция. В распоряжении правительства был утвержден план действий. Очень много проектов, которые взяли старт после этого съезда. Всего на съезде инженеров пройдет 8 круглых столов, посвященных основным проблемам и перспективам развития отраслей нашей экономики. В связи с тем, что 2014 год у нас объявлен годом Арктики, вопросы, которые будут обсуждаться на съезде инженеров, также будут в основном посвящены проблематике Арктики. Основными мероприятиями второго съезда инженеров Республики Саха-Якутия станут 8 круглых столов. Первый – проблемы и перспективы инженерного образования и обеспечения потребностей экономики Республики Саха-Якутия инженерно-техническими кадрами. Второй – направление развития технологий в ЖКХ и энергетике Крайнего Севера. Третий – перспективы развития производственного сектора Республики Саха-Якутия в индустриальных парках и территориях опережающего социально-экономического развития. Четвертый – перспективные строительные технологии и материалы для Арктики. Пятый – проблемы и перспективы создания альтернативных транспортных систем для Российского Севера. Шестой – перспективы внедрения новых технологий в дорожном строительстве. Седьмой – внедрение современных технологий в агропромышленный комплекс. Восьмой – проблемы и перспективы недропользования в Республике Саха-Якутия. Также в рамках съезда инженеров будут проведены такие мероприятия, как деловая игра «Экономика будущего. Начало. Битва проектов», республиканская выставка научно-технического творчества школьников «Юный техник», республиканские детские конкурсы научно-технического творчества школьников по робототехнике «Битва роботов» и конкурс рисунков «Инженер глазами детей», выставка научно-технических достижений республики, а также состоится заседание Высшего инженерного совета Республики Саха-Якутия и семинар Центра инновационно-технического консалтинга «Алгоритм» по основам теории решения изобретательских задач, вводный курс обучения методики инновационно-технологического проектирования. В первой половине дня, 30 октября, у нас будет пленарное заседание, во второй половине пройдут круглые столы. Всего запланировано 8 круглых столов. Все круглые столы обещают быть насыщенными по количеству участников. Есть определенный ажиотаж. Мы надеемся, что в ходе обсуждений в круглых столах будут предложены конкретные проекты, которые уже внедряются, либо которые надо внедрить, либо которые надо тиражировать в рамках республики. Это мероприятие направленное на популяризацию профессии инженера, на то, чтобы привлечь молодежь, начиная со школьной скамьи, выбрать профессию инженера.
Инженер – это звучит гордо. Инженерные профессии – самые массовые профессии высококвалифицированного труда. В руках инженеров сосредоточена надежность и гарантия безопасности всех сфер жизнедеятельности. Порты, электростанции, коммуникации, объекты жилищно-коммунального хозяйства и многое другое. Именно от труда наших инженеров во многом зависит благополучие жизни всех якутян. В съезде будут принимать участие специалисты ведущих компаний республики. Акционерная компания «Якутскэнерго» обеспечивает теплом и светом всю нашу большую республику Саха-Якутия. У нас 3 основных вида деятельности. Это производство электро- и теплоэнергии. Затем мы занимаемся транспортировкой электроэнергии и, соответственно, продажей электроэнергии, ее сбыт. Без малого 8 тысяч человек работают в структурах нашей компании. Все электрические сети, все электрические станции находятся под единым диспетчерским управлением. Эксплуатацию и ремонт линий электропередач, станционного оборудования и котельных также производят специалисты соответствующего профиля. И поэтому мы не можем не приветствовать ту инициативу и все эти действия, которые правительство Республики Саха-Якутия, наш Государственный комитет по инновациям и науке проводит для повышения престижа инженерной профессии, для повышения качества инженерного образования. В нашей компании на данный момент работает свыше 800 человек, из них порядка 164 человек – это инженера. То есть данное мероприятие оно для нас является особо значимым, серьезным событием. Хочется сказать, что заслуги инженеров, они очень большие. Те вещи, которые для нас сейчас являются обыденными, это свет, сотовая связь, телефон, iPad, планшет. Все это мы имеем только как раз благодаря работе инженерной мысли, собственно, благодаря работе инженеров. Поэтому я очень рад, что в нашей республике проводится такое мероприятие, как съезд инженеров Якутии, на котором будет рассматриваться масса вопросов, которые в этом направлении сейчас есть, будет получен новый опыт. Мы, являемся участниками съезда, второго съезда, очень активно принимали участие в первом съезде инженеров, потому что для нас подготовка инженерных кадров в области энергетики – это очень важное дело. Акционерное общество «Якутскэнерго» в основном является техническим обществом, это производственное предприятие. Соответственно, на производственном предприятии работают обязательно инженерно-технические работники. Подготовка кадров и популяризация, работы инженера, то, что проводит сейчас съезд, второй съезд и всевозможные сопутствующие эти мероприятия, которые будут проведены в рамках этого второго съезда, да, они для нас очень важны. Не поддерживать это направление мы просто не можем. Республиканский конкурс «Я инженер» проводится по результатам профессиональной деятельности участников в текущем году в категориях «Будущий инженер», «Молодой инженер» и «Профессиональный инженер». Первый этап он прошел в марте этого года, он был заочным, отправляли нам свои проекты, мы отбирали и были отобраны по 30 человек. Второй этап у нас прошел на Саха-Селигере. На площадке Саха-Селигера мы нашим инженерам дали основополагающие курсы, как проводить, как защищать свои проекты и как считать экономическую выгоду. Третий этап, финальный, сам проект должен быть отобран во втором съезде инженеров. В последние годы все развитие и не только нашей республики, всего Дальнего Востока, Крайнего Севера, задачи, которые ставятся перед страной. Все это подталкивает к тому, что в стране начали развиваться очень большие, крупные, как мы говорим, мегапроекты, которые потребуют большое количество инженерных кадров. Будут осуществляться в нашей республике новые стройки, новые производства, совершенно на новой основе, с использованием высокопроизводительной техники, различных инженерных оборудования. И вся эта работа, конечно, начинает вызывать большой интерес у молодежи. И нам отрадно, что в республике повышается интерес, особенно у молодежи,
техническим дисциплинам, техническим специальностям мы ощущаем приток новых молодых сил. Работа инженера, работа грамотная, специализированная, квалифицированная, она имеет первоочередное значение в создании вот этих всех инфраструктурных проектов. И поэтому вижу прямую связь между качеством жизни нашего населения и между уровнем подготовки инженеров, соответственно, между качеством инженерного труда. Съезд инженеров, он на самом деле очень важен. Важен не только для тех, кто уже работает в этой отрасли. Съезд делается для того, чтобы показать миру, что есть инженеры востребованы и в этом будущее. У меня вот такое пожелание для инженерного сообщества. Больше проектов, больше риска. Риск этот мы готовы компенсировать и управлять им. Не бояться делать и творить. Сегодня многое из того, что окружает человека, делает его жизнь комфортнее и безопаснее, связано с деятельностью инженеров, которые создают и доводят до потребителя научно-технические достижения. В следующем сюжете смотрите, как прошел второй съезд инженеров Якутии. Открывая заседание, председатель Общественного совета РИК+ Александр Кугаевский подчеркнул, что целью деятельности РИК+ является финансирование проектов, направленных на решение проблемы ветхого и аварийного жилья, на строительство социальной, энергетической, коммунальной и транспортной инфраструктуры республики. Общий лимит капитальных вложений за счет средств, вырученных от продажи акций АК «Авроса», составляет 17 миллиардов 644 миллиона рублей. По состоянию на 1 октября профинансировано 4,5 миллиарда рублей. В том числе в 2013 году по настоящим итогам получается 1 200 000 000 и за 2014 год 3 365 миллионов рублей. В рамках договора передачи полномочий на личного исполнительного органа запланировано финансирование объектов в рамках реализации республиканских целевых программ, инвестиционной программы республики по 5 основным направлениям. Следующий вопрос коснулся строительства запланированного общественного центра. По словам зампреда Федерации профсоюзов Якутии Валентины Кириллиной, здание центра будет сдано в эксплуатацию в следующем году. Вот объект для нас очень важный, существенный, потому что там будет не одни профсоюзы, там это общественный центр будет включать, да и там будут размещаться и другие наши общественные организации. Наиболее дискуссионным оказался последний вопрос – участие РИК+ в уставном капитале авиакомпании «Якутия». Напомним, что глава республики Егор Борисов дал поручение о поддержке регионального авиаперевозчика. Среди обсуждаемых мер фигурирования – пролонгация кредитов и предоставление государственных гарантий. Общественный совет РИК+ поддержал решение правительства республики. Компания приобретет часть акций авиакомпании на сумму 1 миллиарда рублей. Сегодня из региональных перевозчиков на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири остались только авиакомпания «Якутия» и авиакомпания «Ангара». Погибли у нас «Восток-авиа», «Владивосток-авиа», «Даль-авиа», «Магадан-авиа» и другие авиакомпании, которые раньше занимались перевозками региональными. Крупные авиакомпании страны, они идут активно, пытаются завоевать пространство рыночное на Дальнем Востоке, но при этом они не занимаются внутрирегиональными перевозками. Потеря региональной компании – это очень серьезный урон будет для республики. Поэтому мы, безусловно, сейчас предпринимаем все усилия для того, чтобы укрепить финансовое состояние авиакомпании. Мы приняли решение поддержать решение правительства о приобретении части акций авиакомпании «Якутия» РИКом+. Студия Романа Пестерева. ТВ, интернет, билборды, кинотеатры, радио и газеты. Делаем рекламу быстро, качественно, креативно. Студия Романа Пестерева. Звоните 25 30 70.
На этом наш выпуск подошел к концу. Вы смотрели телеверсию первого онлайн-журнала Якутии «Умный город». Будьте с нами на iGorod.pro.